Добрый день, уважаемые жители Лишевского района. Сегодня, 21 января, в администрации района проводится брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаертинов и заведующий кабинетом экспертизы временной нетрудоспособности Верхнеаркеевской центральной районной больницы Зульфия Маратовна Ахмадуллина. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово Рамилю Назимовичу Хаертинову. Добрый день, уважаемые жители Лишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 21 января в регионе зафиксировано 22 570 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 167 случаев. На сегодняшний день лечение получает 5212 человек. Из них 802 человека в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 58, на ИВЛ 14. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 4410 человек. За сутки выписано 282 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 17 189 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 168 человек. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 215 случаев. Выписанных пациентов 179 человек. Всего проведено 2 211 576 исследований и обследовано 2 141 070 человек. За сутки проведено 10 595 исследований и обследовано 10 212 человек. Рамиль Назимович, 18 января глава республики внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Расскажите, пожалуйста, нам о них. Глава Республики Башкортостан Радиф Фаритович Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 28 января включительно. Указ возобновляет проведение официальных спортивных соревнований республиканского и всероссийского уровня при условии заполнения зрительных мест не более 50% от вместимости спортивного объекта на открытом воздухе и не более 30% в помещении. Кроме того, 18 января функционирующие в режиме изоляции подведомственные учреждения Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и Министерство образования и науки Республики должны начать последовательный переход к обычному режиму работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Заведением общепита необходимо ограничить режим работы с 2:00 до 6:00 часов местного времени, за исключением объектов придорожного сервиса и дистанционной торговли. При этом допуск посетителей нужно завершить до 00:00 часов. Благодарим вас за информацию. А теперь слово передаю Зульфие Маратовне Ахмадуллиной. Расскажите, пожалуйста, общую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 21 января за весь период наблюдения выявлено 367 положительных тестов с COVID-19. Выздоровление за этот период 344, что составляет 94%. На амбулаторном лечении находится 19 пациентов, в стационарном лечении в инфекционных госпиталях 9. Всего взято проб 10 790, готовых из них результатов 10 103. В работе находится 687 анализов. С диагнозом новая коронавирусная инфекция вирус не идентифицирован, на стационарном лечении в инфекционных госпиталях находится 17 пациентов. Расскажите, пожалуйста, как проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции в районе? Всего в наше учреждение поступило 170 доз, из них вакцинированы все 170 человек, в основном привиты медицинские работники, это 70% от всех привитых. Остальные работники образовательных и социальных учреждений и населения прививаются по желанию. В
В целом вакцину перенесли хорошо. У 20 человек наблюдалась температурная реакция в первые 2 сутки после вакцинации, у 4 озноб и боль в мышцах, у 2 местная реакция на месте укола. Вакцинация у нас продолжается. Проводится она в кабинете номер 2 на 2-м этаже старого здания поликлиники после осмотра врачом-терапевтом в 321 кабинете. Обязательно после прививки необходимо наблюдение в течение 30 минут. Вакцина от коронавируса «Спутник Ви» была разработана в центре имени Гамалеи и зарегистрирована в августе. И также обязательно двухэтапная вакцинация с интервалом 21 день. По данным центра, вакцина формирует иммунитет против коронавируса по меньшей мере на 2 года, а последующая ревакцинация – это повторное введение вакцины каждые 3 года 1 раз. Следующая партия вакцин ожидается на следующей неделе. Если есть желающие, просим позвонить врачу-эпидемиологу ЦРБ по телефону 8 963 898 40 50 или через фельдшера пункта оставить свои данные для включения в список для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Стоит ли делать тест на антитела или ПЦР перед прививкой, и нужно ли это вообще обязательно? Официальных требований предоставить перед прививкой анализ на антитела нет. Однако, если есть сомнения, вы не перенесли ли инфекцию без симптома или в легкой форме, то стоит до вакцинации посмотреть уровень антител. Вакцинация рекомендуется только тем, кто не перенес коронавирусную инфекцию и не имеет антител. Проведение ПЦР-исследования при вакцинации не требуется. Он показывает только активную фазу инфекции, а в это время точно уже прививаться не нужно, даже если это не ковид, а какое-то другое ОРВИ со схожими симптомами. Перед вакцинацией врач проведет осмотр и при необходимости назначит проведение ИФА-теста. Это исследование на наличие антител. А что нельзя делать перед прививкой от коронавируса? И как быть, если человек недавно переболел? В плане подготовки к вакцинации коронавирусная инфекция не отличается от каких-либо других инфекций. Есть целый перечень состояний, при которых не проводится вакцинация. Это какая-то острая респираторная или кишечная инфекция, обострение хронического заболевания. В таком случае делать прививку можно не раньше, чем через 4-3 недели после выздоровления или наступления ремиссии. Кроме того, в инструкции вакцины прописан ряд противопоказаний и показаний к вакцинации. На сегодня вакцинация проводится здоровым лицам старше 18 лет. Беременные женщины и лица с различными хроническими заболеваниями пока в эту группу не попадают. Но исследования продолжаются, и по их результатам круг лиц, которых можно вакцинировать, можно расширить. А какие ограничения надо соблюдать после прививки? Как и после любой прививки, прежде всего следует отказаться от алкоголя, который ослабляет формирование иммунитета. Затем нужно соблюдать здоровый образ жизни. Кроме того, следует соблюдать простые правила. В первый день не мочить и не тереть место введения инъекций. На несколько дней уменьшить физические нагрузки, не переохлаждаться, не перегреваться, а также избегать продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. А что необходимо делать, если вакцинированному человеку стало плохо? Непосредственно после прививки следует оставаться примерно полчаса под медицинским наблюдением на случай аллергической реакции. Это самый опасный период, и в прививочном кабинете есть все необходимое для оказания помощи и купирования тяжелой аллергической реакции. В целом большинство людей переносит прививку хорошо, без каких-либо симптомов. У некоторых бывает легкое недомогание, небольшое кратковременное повышение температуры, покраснение в месте введения вакцины. При повышении температуры тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающее, например, парацетамол, либо вызвать бригаду неотложной медицинской помощи по телефону 5 61 82. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые лишевцы, на этом наш брифинг заканчивается. Мы напоминаем вам телефоны горячей линии, которые вы видите на экране. Всего вам доброго. До свидания.